Иван Хорват у себя на родине в Венгрии преподает русский язык, но при переводе романа «Старый Мултан» пришлось обращаться к знатокам удмуртского языка, чтобы разобраться в нюансах трагической истории. Когда я начал читать, начал знакомиться с самим романом и с писателем, конечно, все больше и больше меня привлекали. Даже иногда тяжело было на душе читать вот такие трагические элементы, трагические события. Так что роман мне очень понравился. Очень много работал, трудился над переводом, и, наконец, в июле вышла эта книга, чему я бесконечно рад. На удмуртском языке роман был напечатан в 1954 году, через 2 года на русском. Сегодня «Старый Мултан» переведен на чувашский, татарский, эстонский, французский языки. Исторические случаи, описанные в «Старом Мултане», до сих пор изучают историки, этнографы, политологи. Я не удивляюсь, когда по этой теме переводят материалы на другие языки. Я знаю в Германии ученого, который также занимается мултанским делом, изучает публикации и журналистику. Я думаю, роман переводили, переводят и будут переводить, так как это вечная тема, так как эта тема хранит права малых народов. Тираж «Старого Мултана» на венгерском языке около 400 экземпляров. Около 10 книг передали в библиотеке Удмуртии. Еще одну подарили жителям села Короленко, бывший Старый Мултан. Именно там проходили события, описанные в романе Михаила Петрова. Оксана Худякова, Александр Бекузин, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия».